Вторая часть нашего интервью у Василия Дмитриевича Гуслянникова. Программа «Мордовский блок новостей» и девиз «Пока мы будем безучастными, мало что изменится». Петр Николаевич Тултаев. И последний у нас блок новостей связан с международным опытом, из которого мы берем лучшие практики для реализации у нас в Республике Мордовия. 30 марта прошел второй тур выборов президента Словакии. И там победила 58% женщина Зузана Чапутова. Была правозащитником, адвокатом, основателем социал-либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Как и Василий Дмитриевич, относитесь к тому, чтобы у нас в Мордовии в каком-то обозримом будущем тоже женщина могла быть избрана, выдвинута, потом избрана на должность главы республики? У нас это и сейчас возможно. Если Единая Россия прикажет, то изберут женщину. Ну, это я смехом говорю, а на самом деле я очень поддерживаю это. В свое время Мордовия была первой ласточкой и примером для многих регионов. Ведь у нас 28 лет назад прошли демократические выборы президента Мордовии, на которых я победил, не обладая ни партийной поддержкой, ни государственной, никакой не финансовой, а именно волеизъявление народа было. И я приветствую. Более того, я считаю, что 21 апреля, через 2 дня, нам пример Украины покажет, как человек, который, не обладая никакими властными полномочиями, со стороны будет избран народом Украины. Я еще 5 лет назад сказал, что Украина обгонит нас, потому что она по уровню демократии впереди нас идет. Еще когда Ющенко на выборах, на повторных, занял только 4-е место, это говорит о том, что в Украине есть нормальная демократия. Да, у них трудные экономические вопросы, там, живут они с точки зрения экономики хуже нас. У меня там одноклассница живет, она ежегодно приезжает в Саранск, и мы беседуем, и я выяснил, что к чему. Примерно в 1,5-2 раза у них там экономически тяжелее жить. Но экономический рост у них процент выше, чем в России. Когда мы вот говорим, как у них плохо. А об этом у нас не говорят. Вот. И вот вы мне сейчас сказали, а я об этом не знал. По итогам года-то у них... Поэтому я вот все к чему привязываю. В том, чтобы у нас должны быть независимые средства массовой информации. А почему у них женщин-то не избрали? Значит, у них тоже женщин-то не хотят видеть. Почему? На должность А президента. женщины разные бывают. Когда говорят о том, что вот у нас тут неравенство полов и все прочее, я говорю, бросьте, нет у нас этого. Вот у нас женщины получают меньше, чем мужчины. Простите, если взять женщину Матвиенко и меня, Гуслянникова, то Матвиенко получает в 10 раз больше, чем я. Где здесь неравенство половое? Нету. Поэтому говорить о половом неравенстве ни в коем случае нельзя. Просто чаще всего мужчины занимают более денежные должности, поэтому в среднем у них зарплаты больше. А то, что в Словакии избрали женщину, молодую, юриста, я это просто приветствую. Но там за этой молодой женщиной и юристом стоит бывший премьер-министр, который будет рулить. И я считаю это правильным. Почему? Потому что так же, как и в Украине. Сам Зеленский, он, естественно, в управлении не дока, как и я в свое время был. Что это значит? Дока – это мастер, специалист крупный. Да, он, естественно, наймет тех людей, которые могут. И он сейчас уже, вчера я услышал, предлагал уже министров, тех, которые были на уровне зама министра, но которых выгнали из той системы, в которой они не вписались. И я полагаю, что Зеленский, став через 2 дня президентом Украины, покажет пример и нам, России, как надо управлять, используя народную поддержку. В Америке есть еще женщина, федеральный судья. Она 31 марта, Шерон Глисон, признала незаконным указ Дональда Трампа об отмене запрета бурения скважин на нефтегазоносных участках шельфа в Арктике и Атлантическом океане. Судья, вот она сказала, что Трамп превысил свои полномочия, прям так в решении суда написала. И здесь у меня 2 вопроса. Первый. Как вы относитесь к тому, чтобы и на уровень Мордовии перенести
такого качества судебную независимость, которая есть, допустим, в Америке. Если вы возьмете, почитаете мою предвыборную программу 30-летней давности, как раз где-то 29 лет назад я стал депутатом Верховного Совета Мордовии. Пришлите мне ее, пожалуйста. Да, вот она у меня есть здесь отпечатанная, я тут архивы собираю, там все об этом написано. Более того, я сторонник того, что Сергей Пашин в администрации президента Российской Федерации возглавлял отдел по судебной реформе. И он суд присяжных как раз. Но его провел. как раз съели, потому что никто не хочет из руководства иметь независимый суд в нашей России. 2 раза его лишали судебного статуса, он восстанавливался. Я знаю, Да. я с ним общался и всю эту ситуацию знаю. Более того, я скажу, почему Абрамович с Березовским судился в Лондоне. Потому что и тот, и другой знали, что в Лондоне есть суд, с большой буквы суд. То есть именно тот независимый орган, который примет законные решения, невзирая ни на какое давление ни королев, ни президентов, никого иных. В Европе есть, в Америке есть, в России, к сожалению, суда нет. Я это знаю, потому что по судам хожу около 30 лет. У меня, еще раз рассказываю, в одних и тех же делах, идентичные дела, принимают совершенно противоположные решения. Это говорит о том, что наши судьи, не то что они неграмотные, я не могу сказать, они грамотные, но они зависимые. И что им там скажут, то они и делают. А если им не скажут, то они стараются сами угодить. То есть у нас получается внутренняя самоцензура у судей настолько высока. Ну, пример, вот у меня тут ходит один товарищ, который незаконно уволен был 30 лет назад. С точки зрения закона он должен быть давно быть восстановлен. Но сейчас он 30 лет ходит, и он не будет восстановлен. Потому что вся судебная система против того, чтобы пересматривать свои решения, в том числе и незаконные. Я с этим сам сталкиваюсь. Буквально вот, я написал жалобу о том, что Рузаевский суд районный, рассматривая дело по моей апелляционной жалобе, не пригласил меня и рассмотрел без меня. С точки зрения ГПК Российской Федерации это решение ничтожно, оно должно быть отменено. А теперь мне начинают впаривать мозги, что меня извещали, что у меня неделя пролежала в почтовом ящике повестка, что я не получил ее и так далее. Это все вранье и туфта, потому что я ежедневно получаю повестки, мне их носят ежедневно, я во многих судах участвую. А те, кто мне не присылал, естественно, их не могут мне вручить. Но буду я сейчас дальше обжаловать, суды вышестоящие все останутся на этом уровне. Это, я считаю, совершенно неправовое поле, совершенно несовершенное. А то, что вы ссылаетесь на судью, женщину в Америке, которая отменила решение президента, это правильно. Если оно незаконно, его надо отменять. Я приводил уже примеры, что Берлускони, всесильный Берлускони, который был в Италии всесильным, в свое время был осужден и выносил горшки. Его присудили к этому, что он должен отработать то там в какой-то больнице, типа санитаром. А в Израиле бывший президент вообще 7 лет сидит за попытку изнасилования. Вы можете представить, чтобы у нас какого-нибудь большого чиновника, а тем более президента, посадили в тюрьму? А вот в Лондоне Березовский с Абрамовичем судился. И если Березовский проиграл, значит он проиграл по делу, потому что там нормальный суд. Есть и у нас нормальные судьи, и я их знаю, и я могу назвать их фамилии. Даже в Конституционном суде у нас там были Кононов, да, в том числе? Кононов, который сейчас судья в отставке. Морщакова была, да. Вот этого человека можно делать не только председателем Верховного суда, который будет принимать только законные решения, но можно ее ставить и президентом, невзирая на тот возраст, что ей за 70. Я еще раз подчеркиваю, Женщина, кстати, что Урха Калево Кекконен в свое время был президентом Финляндии в 90 лет.
И это сказалось только положительно. Не важен ни возраст, ни пол. Главное убеждение человека, чтобы он правильно заботился о народе и вел свою страну в нужном направлении. А вот, кстати, президентские выборы были. И вот такое было заблуждение, в том числе среди такой оппозиционной общественности, что обязательно должен быть молодой кандидат. Я считаю, это называется эйджизм, это какое-то презрение к людей взрослым. Если мы смотрим все развитые страны, Британия, все кандидаты старше 70 лет. В Америке все старше 70 лет. Там в Германии, во Франции, хотя Макрон победил, но до него тоже. То есть в развитых странах президенты избирают где-то 70-летнего возраста. А мы в России хотим, нет, нам нужен 40-летний, там, это странное какое-то недопонимание. Наоборот, в развитых странах человек 70 лет – это расцвет для человека на уровне президента. А у нас почему-то недопонимается это. Я полагаю, то, что в нашей Конституции прописано нижнее ограничение, что президентом может стать, там, по-моему, 30 лет записано, это нормально. Почему? Потому что на самом деле президент очень ответственная должность. Но могу привести пример. В моем правительстве был Сергей Яковлевич Ясиков министром экономики в 28 лет. И он очень хорошо себя зарекомендовал. Он очень хорошо работал, и так хорошо работал, что если даже в Мордовии ему места не нашлось, то Пенза его подобрала. Он длительное время возглавляет Пенза-Энерго, является 2 созыва, и сейчас даже является депутатом Госдумы Российской Федерации. Это о чем говорит? О том, что если человек талантливый, развитый, умный, что он может и в 28 стать. Нет тут вопросов. Поэтому я полагаю, что самое правильное будет дать весь этот вопрос на откуп самим избирателям. Пусть баллотируются. Кто-то в 20, кто-то в 30, кто-то в 70. Пусть народ изберет. А народ, он не делает ошибок. Поверьте мне, я это испытал на себе. Если дать возможность нормальным демократическим путем избрать любого президента, там, главу правительства, судью или кого угодно, то это будет правильный выбор. Как только этот избранный человек будет работать неправильно, то есть или не будет выполнять то, что он обещал, или будет, допустим, приворовывать и так далее, его на следующий раз народ не изберет. Вот в этом направлении и надо развиваться. Это и называется демократия. Василий Дмитриевич, народ делает ошибки. Вот учредительное собрание, 80% населения проголосовали за 5 социалистических партий, которые говорили, мы будем делать террор. И население Мордовии... О чем 90... вы говорите? О чем вы говорите? Это говорит о том, что это ошибка. Нет, о чем вы говорите? Случай это какой? Учредительное собрание. Учредительное собрание в 17 году не приняло никакого решения, его разогнал матрос Железняк. А избрали-то туда кого? Террористов? Кто вам сказал? Народ. Эсеры, Нет, большевики. Это же террористы. Неправильно вы говорите. Да, поправьте. Вы почитайте. Я сам не историк, но я владею этим вопросом. Партия эсеров пользовалась поддержкой среднего крестьянства. То есть партия эсеров это была не партия террористов, а партия крестьянства. Будем так говорить, как сейчас считается там крестьянская партия России или аграрная партия. Но они каждый месяц убивали по человеку. Нет, подождите, 1 секунда. Да. Вот все, что вы говорите о чем, это надо сверять. Вот у меня как раз здесь вот эти тома книги, которые вы смотрели в тот раз, лежат. Еще больше стало? Там в них, да, все 50 томов. Фонд Яковлева выпустил сборники документов архивных, которые рассекречены. Там есть по всем. Есть в том числе и по эсерам, и по всем. Тут надо читать и выяснять. Я противник террора. Более того, я за то, чтобы вообще никого не убивать. Но все надо решать демократическим путем. Если царская Россия, а в царской России были проведены в 17 году демократические выборы. Самые в мире даже. Я это видел на примере Саранска, была выставка здесь. В Саранске 5 или 6 избирательных блоков было. Там были и РСДРП, и эсеры были, и бунт был, и там горожане, как они назывались, то есть внепартийные.
на самом деле это были демократические Ценз выборы. был отменен и по полу, по Если имуществу. народ, сама Россия избрала большинство эсеров, значит, Ну, надо ошибка было... это была. Надо было за Нет. кадетов, за октябристов, которые Нет, за Конституцию. подождите. Это ваша точка зрения. Но если бы кадеты и октябристы говорили о том, крестьянам, что мы вам сделаем то-то, то-то, крестьяне бы за них проголосовали. Это вранье, это эсеры врали, как можно было обобществить. Вот они Значит, это тогда вопрос не ко мне, а к историкам. коллективизировали Но я всё. более чем уверен. Я хотя читал Что это не ошибка. призывы кадетов, да, я с ними во многом согласен, но построить, например, общество, которым призывали кадеты в нашей крестьянской сельской стране, наверное, было невозможно. А решать вопросы вот таким путем, каким хотели эсеры, Но вот большевики может реализовали эсеровскую программу. Вот к чему привела реализация эсеровской программы. быть. А что? Нищета, провал Нет. экономический. Ну, тут может быть, как говорить, Оба не они, историка мы с вами, да. они реализовали эсеровскую программу, но Кондратьевскую при вот этом эту, да. привнесли в нее свое такое, Примитив. которого не было ни у кого. Чтобы уничтожать своих людей больше, чем Гитлер, то это вообще ни в одной стране не было. В общем, это не ошибка была за эсер Не голосовать. знаю, я не буду здесь говорить, просто жизнь показывает, что Финляндия, которая получила независимость от царской России благодаря Ленину, как вы знаете, в Финляндии больше всего памятников Владимиру Ильичу Ленину, чем во всем мире. Почему? Они его боготворят. Потому что он отпустил их на свободу. Даже больше, чем в Саранске? Больше, памятников Ленину? не то что в Саранске, вообще во всей России. Почему? Потому что Финляндия показала, как она может развиваться. Ведь развиваясь, строя социализм в Российской Федерации, мы, к сожалению, глубоко отстали от Финляндии, которая построила капитализм. Хотя на стартовом уровне Финляндия была одним из самых отсталых регионов российской царской России. А показала, как надо жить. И до сих пор показывает, потому что очень высокий уровень жизни, очень высокий уровень образования и вообще по многим показателям Финляндия в передовой десятке всегда. Это надо приветствовать. И вот снова вернемся к той новости, где федеральный судья Америки отменил закон Дональда Трампа. Он-то говорил, нужно на шельфах бурить, искать нефть, газ. А вот вы как считаете, Василий Дмитриевич, может нам в Мордовии тоже начать искать месторождение углеводородов? Нам сначала надо шельф заиметь, чтобы искать. У Да нас, к может сожалению, найдем на равнинных территориях, тогда уровень жизни поднимется, рабочие места, демография, население Мордовии увеличится. Зато можем загадить леса, можем экологическую катастрофу здесь сделать, а деньги все будут уходить в Москву. Вот какое здесь взвешенное решение? Да, здесь, как говорят, решения однозначного не может быть. Хотя у меня есть друзья-геологи, которые говорили, что были попытки исследовать наличие нефти в Мордовии, но, к сожалению, они неудачные. То есть промышленных запасов на территории Мордовии не найдено. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что когда мы говорим, мы борцы за экологию, что вот должно быть все чисто, простите, тогда вы должны вообще не есть, не пить, ничего, и, простите, в туалет не ходить. Потому что вы наносите природе там определенный ущерб. С другой стороны, миллионы лет, если не миллионы, то десятки тысяч лет, что насчитывает человечество, они жгли костры, которые не приводили там к определенному загрязнению воздуха, которым невозможно дышать. Поэтому все должно быть в меру и под контролем. И если у нас развитие промышленности должно быть, конечно, но сейчас современные технологии позволяют такие проводить защитные сооружения, что практически вредных выбросов и нет. Так и надо в этом направлении развиваться. Но, еще раз подчеркиваю, все должно быть разумно. Вот пример с тарифами на сбор мусора в районах я уже сказал. Если здесь поставить таким образом, а ведь на самом деле там и в нормативах, то есть мусорный бачок должен быть не дальше, чем 100 метров.
Но это в деревне невыполнимо. Я думаю, можно сделать в деревнях там и 200 метров. Раз в неделю бутылки вынести, вот эти пластиковые, за 300 метров, это возможно. Но если особенно им понизишь тариф в 5 раз, это будет замечательно. А другого мусора там нет. Вот так. Уважаемые телезрители, новости из жизни Мордовии за март 2019 года комментировал заслуженный работник социальной защиты населения Республики Мордовия, организатор ежегодного республиканского благотворительного телемарафона «Добро без границ», правозащитник, общественный деятель Василий Дмитриевич Гуслянников. Спасибо вам большое. Спасибо.